что, нарисовал? Нарисовал. Сопротивлялся, конечно, сначала, но потом, когда пригрозили ему окрещенной, намалевал как миленький. Вот это другое дело! Молодцы! Но только чтобы без жесточайших головокружений от успехов. А то я вам устрою головокружение. Откручу всем головы и молчок. А как же мы будем без голов? А они что, у вас есть? Ho-ho-ho. Вітаем! У эфіры дэтэктыўнае агентства «Эксперт» і яго супрацоўнікі. Інспектор Даша Зялінская і аператыўны агент Крумкач Мінскі. Сёння мы, як заўжды, расследуем чарговую справу. А ну, в сторону, мля! Гэта яшчэ што такое? Как что, мля? Граница, которая на замке. Якая яшчэ мяжа? Паглядзіце, што адбываецца. Вы ж нам офіс напополам подзялілі. Нам што, цяпер праз мяжу адзін да аднаго лазяць? Не советую. За попытку незаконного пересечения границы есть, мля, статья, мля. Даша, што ж рабіць? Слухай, ну ясна, што заводзіць чарговую крымінальную справу. Ты ж сам бачыш, тут нейкая жудасная тайна. Тайна? Спадзяюся, мы яе раскрыем. О, бяры вышэй. Мы яе не толькі раскрыем, але і высветлім. Як з дапамогай траянскага коня старажытныя грэкі правозілі ў Трою забароненыя мясцовымі санітарамі мясныя харчы. Дырэктарам якога калгасу быў князь Гедымін. І ці казаў Галілей фразу: «А ўсё ж такі яны мадэрнізуюцца». Эй! Ой, што ж гэта адбываецца? А ты што, не чуў? Апошнім часам гарант пачаў прыдумляць новыя дзяржаўныя межы. Вось сам паслухай. Апошнім часам гарант пачаў высоўваць тэрытарыяльныя прэтэнзіі на адрас суседніх краін. У прыватнасці ён адзначыў: часть псковских, смоленских и братских земель когда-то принадлежали Беларуси. І звярніце ўвагу, гэтая фраза па-свойму унікальная. Гарант упершыню паставіў знак роўнасці паміж вялікім княствам літоўскім і сучаснай рэспублікай Беларусь. І дзе ён быў раней? Ого, калі РБ гэта ВКЛ, то хто тады вялікі князь? А ты не здагадаўся? Натуральна, Александр Григорыч Гедымінчанка. Хе-хе, Даша, але ж ВКЛ увесь час воевал з Москвой. Дык мы і воюем. Хіба ты не чуў пра чарговую кіўбасную вайну, якая пачалася з-за нашай кантрабанды? А раптам гарант-кантрабандыст тую вайну прайграе? О, на гэты выпадак у яго ёсць адзін сродак. Які? Запісацца ў цырк да Куклачова. Ух ты! Гарант і яго міністры будуць выступаць у цырку Куклачова? На што? А каб легітымізаваць кантрабанду? Катам же в России все пробачается. Вот сам послухай. Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко оправдал поведение кота, съевшего в магазине в аэропорту Владивостока морских деликатесов на 60 тысяч российских рублей. По словам Онищенко, кот не виноват в том, что у него такая природа. Есть инстинкт питаться белком. С точки зрения его этики, его менталитета, он ни в чем не провинился. Чу? З пункту гледжання кацінага менталітэта і этыкі?
Усё ў парадку. Так что чакай новых актораў у цирку Куклачова. Приглашаем в наш кошачий цирк. Тем более у нас новые актеры. Коты по кличке Премьер и Вице-премьер. Прямо на арене они будут просить кредиты и заниматься контрабандой креветок. Кис-кис-кис-кис-кис. Мяу. Слушай, Мясникович, а если нас раскусят, что мы не коты? Говорят, что коты писают в тапки хозяина. Может, нам для убедительности написать в тапки гаранта? Ага. А потом гарант нас не будет тыкать этими тапками в морду, как это делают с провинившимися котами. А то тебя, Петюня, не тыкают. Писай и не бяры до головы. Даша, і як же мне до тебе перелететь? Може, візу якую оформить? Лепш скарыстаемся методом гаранта. Ой, вось, спокойно ляці сюды. Что гэта? Гэта сертыфікат про тое, што ты бітум. Не бойся, справа верная. Наш гарант жа ўсё, што хоча под выглядам бітуму праз мяжу правозіць. А что это вы тут, мля, незаконно нарушаете? Спокойно, у нас рэкспорт бітуму сертыфікаваны. Битума? Битумы-растворители – это святое. Таможня дает добро. Ура! Хе-хе. Рано радоваться, у нас же справа яшчэ не раскрытая. Трэба спыніць гаранта з яго маніяй маляваць новыя мапы свету. Ну і хай малюе, іх же ўсё адно ніхто не прызнае. Гэта пакуль. А калі гарант дабярэцца да Герадота, старажытнага грэка, які заклаў асновы геаграфіі, усё можа змяніцца. Ух ты, жах! І што будзе? Што? У школах пачнуць вучыць, што зямля мае форму клюшкі. Таму мы тэрмінова накіруемся ў нашу беларускую мадэрнізаваную ладу. Трэба выратаваць Герадота ад нашага жестачайшага географа. Грыміруйся, працуем пад прыкрыццём. О, ось мы і ў Эладзе. Ого, гляджі! Ну а чого ти здивляєшся? Ми ж не просто у Еладі, а у нашій білоруській модернізованій Еладі. Девальвация! Даша, чуєш? Дефолт! Чую, не глухая. Деноминация! Подождите, вы что, птица, которая будет клевать мне печень? Но ведь мы же условились. Бог просто угрожает отправить меня в отставку и все. Про печень не договаривались. Штосьці я не познаю. Вы Мясникович чи кто? Кто? Посейдон в пальто. Я, конечно, Мясникович, но еще немножечко и Прометей. Узнаете Прометея Мясниковича? Вы Прометей? Ух ты! Той самый герой, які скраў агонь, падараваў яго людям і за гэта прыняў пакуты. При чем тут огонь? И главное, почему сразу украл? Не украл, а реструктуризировал долг за счет привлечения госзаймов. Двое в дамках, ваших нет и практически никакой коррупции. Сами послушайте. Газета «7 дней» недовольна тем, что Беларусь в рейтинге борьбы с коррупцией находится на 91-м месте в мире. На самом деле никакой коррупции у нас нет, а просто наши люди любят дарить друг другу конфеты. Вось дык нумар. Оказывается, основная причина коррупции у тым, что люди любят солодкое. И ніякай іншай коррупции няма? Совершенно верно. И чтоб побороть эту коррупцию, мы организуем кампанию против любителей конфет.
И помогут нам в этом, конечно, работники культуры. Со сладким зефиром нам не по пути. С солью к стабильности старайся идти. Лишь тот по-настоящему крут и смел, от сникерса кто отказаться сумел. Да будь ты хоть негром преклонных годков, в рот не бери от Рошена пайков. Взмахнем, мля, нашей стабильной метлой. Всех сладкоежек с Беларуси долой! Может, вас вызволить, товарищ Прометей? Меня? Зачем? Я же стрелочник. Идите и не мешайте выполнять программу 4-й пятилетки. Даша, а ты ведаешь, куда нам идти? Сюда, ко мне. Странники, не хотите ли отдохнуть на моем идеологическом ложе? Ух ты, сапраўды, давай отпочнем. Ты что, куку? Наша ж ідэалогія падобна на фокус пра Круста, які з дапамогай хцівай канструкцыі свайго ложка забіваў таких дурных турыстаў, як ты. Ничего вы не понимаете. С помощью этого ложа мы выполняем главную заповедь нашей официальной античной идеологии. Чего? Мы в Эладе взяли на вооружение достижения белорусской официальной идеологии. Неужели не слышали? Газета «Советская Белоруссия» прапанавала зрабіць дзяржаўнай ідэалогіяй идеи греческого философа Эпикура. Вот если спросить того же Эпикура, а что дальше-то? Мудрец, очевидно, ответил бы, что на первом месте спокойствие общества. Его ориентация не на некие новые или подзабытые избы, а на получение удовольствия от самого процесса жизни. Ой, и что, теперь будут карать за то, что не атрымліваешь задовольнения от жыцця? Ну а ты як думал? Наши спецслужбы уже рыхтуются. Как известно, в последнее время выросла статистика преступлений, связанных с нежеланием наслаждаться жизнью. Это является покушением на заветы столпа государственной идеологии товарища Эпикура. Тем более наша идеология не стоит на месте. Есть мнение взять на вооружение учение товарища Диогена, который жил в бочке. И это правильно. Ведь когда все белорусы переселятся в бочки, жилищная проблема будет решена. А наработки в области эпикурейской философии позволят вам радоваться жизни даже в бочках. Так что учитесь наслаждаться. Ведаеце, мы лепш далей пойдем. Пасля отпочнем. Это же преступление. Не радоваться жизни. Милиция! Что случилось? Вот, мля, не хотят радоваться жизни. На Эпикурей, что ли, наехали, мля? Может, вы еще этого, как его, Диогена не уважаете? А ну за мной! Ну все, зараз нас кинуть у ихнее античное модернизованное Крестина. Это решит всенародно избранный Зевс. Ух ты, Зеуса таксама обирают? Ага. А 300 спартанцев, напевно, проголосовали датэрмінова, каб з імі не разорвали працоўны контракт. Причем тут спартанцы? Зевса выбирают в парламенте, как в Беларуси президента. Гаранта у нас выбирая парламент? Парламент? Что за дурка? Ну, такая идея недавно пришла в голову нашим палаточникам. Процедура выборов президента Республики Беларусь может быть изменена. Об этом говорится в тексте комиссии по государственному строительству Палаты представителей.
Идея заключается в том, чтобы в целях экономии бюджетных средств депутаты сами провели президентские выборы 2015 года. Ого, Даша, и что ж это будут за выборы у наступным годе? А вось пра гэта лепш спытацца ў нашых парламенцкіх агентак пад прыкрыццём Ізауры і Мар'янны. Як подруга расскажи, там державные мужи, чем заняты депутаты представительской палаты. Им прислали от народа письмецо такого рода. Просим, чтоб сама палата избрала себе гаранта. Да ты что? А зачем так робить? Вроде как бюджетные средства экономить, а на самом деле боятся, что им даже фальсификации не помогут. Хоть тых выборов няма, гроши идя на их зашмат. Гроши хочет сохранить и продолжат нас дурить. Голоса же не считают, а проценты придумляют. Сенсу выборы не мают, что хотят, то нас считают. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тишина. Не мешайте общаться с Зевсом. О, великий всенародный Зевс, пошли нам директиву, что делать с приступившими закон об идеологии. Я понял тебя, о всенародно избранный. Все ясно. Вы приговорены к самому страшному наказанию в Элладе. Даша, растлумачь мне, что мы все же робим. Адбываем пакаранне. Ой, корпаемся ў смецці. Нешта я не памятаю, каб старажытныя грэкі капаліся ў смецці. Ды грэкі тут не пры чым. Просто наш Зеўс прочитал черговый бзик Саубелки. Широким фронтом работы для тунеядцев может стать сортировка бытовых отходов непосредственно во дворах. Таким способом можно отобрать до 70% отходов для повторного использования. Это ж трызненне нейкае. Ну, Саубелка называе гэтую публікацыю голосам народу. Няўжо людзі сапраўды так думаюць? А чаму і не? І, магчыма, хутка будзе арганізаваная філалагічная экспедыцыя, якая знойдзе шмат помнікаў народнай творчасці, у якіх падтрымліваецца гэтая ініцыятыва. А теперь новости науки. Завершилась этнографическая экспедиция в поселок Дрозды. В результате работы ученых удалось найти много интересных памятников народного фольклора. Подробно об этом расскажет участник экспедиции, наш ведущий идеолог. Благодаря экспедиции нам удалось записать много народных тостов, поговорок, пословиц. Например, выявлен фразеологизм «тунеядец попутал» или «тунеядец с возу, бюджету легче». Распространены народные ритуалы под названием «в могилу с трудовой книжкой», чтобы покойного на том свете не приняли за тунеядца и не заставили перебирать бытовые отходы. В ближайшее время мы продолжим наши этнографические и филологические исследования. Ой, что гэта? Ой, падаецца, нехта выкінуў новы глобус зямлі. Даша, што гэта за зямля такая? Атрымліваецца, што ўсё трымаецца на нашым гаранце? А што тут дзіўна? А табе не падаецца, што мы спазніліся? Калі існуе новы глобус зямлі, то гэта значыць? Гэта значыць, што Герадот ужо намаляваў гаранту новую мапу свету. Няўжо ўсё прапала? Спакойна, выйсце заўсёды ёсць.
мы выкрадзем у нашага неда Зеўса мапу, якую намаляваў яму Герадот, і вернем свету нармальнае ўяўленне пра геаграфію. А гэта магчыма? Тхо, Прометей жа скраў у Зеўса агонь. Дык што, мы з табою пасля гэтага нейкую мапу ў яго не стырым? Ха, наперад! Ну, ідзе шукаць тую мапу. Калі гэта мапа, то яна мусіць вісець дзесьці на сцяне. Зараз паглядзім. Осторожно, там может быть сигнализация. Ну что, долетался Прометей крылатый? А вы что делаете в моих чертогах? Я ж вас отправил разбирать отходы. Вы что, сбежали? Не, мы заблукали, як тыя расійскія солдаты на Донбассе. Несчастные! Теперь вы будете прикованы к нашей национальной библиотеке до конца ваших дней. А я буду смотреть на ваши мучения с Олимпа. А эти всякие рапсоды будут петь мне песню про мое всемирное могущество. Жах, мы пропали. Спокойно, хай спяваюць. Дедукция подсказывает мне, что апошняе слово все одно будет за нами. Я власть навечно захватил, и скоро я пойду на новый срок в 5-й раз. И еще много раз. Конкурентов всех пересадил, и я теперь практически как бог. Вы немножечко выше. Я подчинить смогу, я подчинить смогу на свете всех людей. Ведь нету никого, нет в мире никого, кто был меня мощней. Я жесточайше править миром стал бы, всех демократов гнал бы прочь. Весь этот шар земной, он скоро будет мой, похож на Зевса я, точь в точь. Ну, вам все ясно? Симптом ужасный. Его лечить пора. Я управлять смогу, я управлять смогу любой вообще страной. Руководить готов, да хоть Америкой. Не ровня мне и демократ Обама. Его с поста я выгнал прочь. Весь этот шар земной, он скоро будет мой, похож на Зевса я, точь в точь. Диагноз ясный. Симптом опасный. Его лечить пора. Этот вирус он мог подхватить только от Путина. А может, наоборот, Путин от него? Повелевать хочу я на планете всей. Моя одна лишь страсть, над этим миром власть, и нет меня главней. Я председателя земного шара, занять бы кресло был не прочь. Весь этот шар земной, он скоро будет мой, похож на Зевса я. Точь, Ну, вам все ясно? Симптом ужасный.
Его лечить пора. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою. Пачаў чытаць Гомера? Малайчынка, хочаш паступаць на філфак? Я просто хочу зразумець, як мы перамаглі Гаранта. О, тады табе трэба чытаць не Адысею, а антычныя міфы пра Геракла, які ачысціў Аўгіевы стайні. Пачакай. Дык атрымліваецца, што мы рабілі тое ж самае, калі разбіралі адыходы? Правильно. І таму, паводле міфаў, цябе можна лічыць Гераклам. А Гераклу, як вядома, ніякі Зеўс не страшны. Вось такая гісторыя. Так, як казаў Гомер, все в мире скоротечно. Гомер, як заўжды, мае рацыю. Тым больш, што набліжаецца Новы год. Ура! Вось і пагуляем! Разагнаўся. А хто за нас будзе рыхтаваць святочны канцэрт? Гомер? Таму бяры асадку і паперу, будзем пісаць сцэнар. А пра што пісаць? А вось гэта тайна, якую мы раскрыем нашым гледачам толькі ў навагоднюю ноч. А пакуль што развітваемся з надыходзячым і эксперт з вамі.